Долгожданного гостя встречают национальной едой и танцами. Перед началом мероприятия для Эрнеста Инаркиева проводят небольшую экскурсию по зданию школы, в которой уже третий год функционирует шахматный клуб, названный в его же честь. Впрочем, бурными овациями известного гроссмейстера встречают и в актовом зале. К визиту чемпиона Европы по шахматам здесь готовились с особым усердием. Свою любовь к этому виду интеллектуального спорта учащиеся школы показывают небольшими миниатюрами и даже танцами. Пока гости демонстрируют развлекательную часть мероприятия, к предстоящему поединку с гроссмейстером готовятся другие учащиеся школы. В числе тех, кому предстоит сыграть в шахматы с Эрнестом Инаркиевым во время сеанса одновременной игры, и Ахмед Цуров. Я волнуюсь, потому что не знаю, хорошо я смогу сыграть. И долго, не всегда выпадает шанс сыграть с чемпионом Европы. Время пошло, игра начинается. Эрнест Инаркиев приветствует участников и делает свой ход. У юных шахматистов чуть меньше минуты, чтобы продумать возможные комбинации. Сыграть с чемпионом Европы посчастливилось и Мадине Асмиевой. И хотя заниматься в шахматном клубе она начала совсем недавно, в интеллектуальной битве с Эрнесто смогла стать достойным соперником. Сперва он сделал ход с пешкой от ферзя, которой я очень удивилась, ведь всегда делают от короля, это королевская пешка. А потом я подумала и сделала тоже пешкой от ферзя. Впрочем, учащимся школы удалось не только сыграть с выдающимся шахматистом, но и пообщаться с ним лично. Для участников мероприятия устроили небольшую пресс-конференцию, во время которой они смогли задать интересующие их вопросы. Вы не могли бы рассказать немного о себе, о своих родителях, о семье? Где вы родились и когда впервые приехали в Ингушетию? В возрасте примерно 5 лет, когда 6 мне было, распался Советский Союз, и мы переехали в столицу, Бишкек, где я и начал заниматься шахматами. И очень важный был момент, как я начал, то есть отец научил меня дома играть в шахматы. И я вообще любил игры в том возрасте всякие, но как-то именно шахматы не привлекли меня с первого раза. Особый интерес молодежи к этому виду спорта в школе не редкость. Играть в шахматы здесь учится почти каждый второй. Такое увлечение положительно сказалось и на учебе. Занимаясь в шахматном клубе, многие дети улучшили свою успеваемость по математике. Многие стали лучше говорить, анализировать то, что они говорят, предварительно обдумывать ответы на тот вопрос, который они получили. На самом деле шахматы приводят ум в порядок. Столь повышенный интерес к шахматам приятно удивил чемпиона Европы. Этот вид интеллектуального спорта в последние годы активно внедряется в образовательную систему школ республики, и это не может не радовать, признается гроссмейстер. Невероятное впечатление. Мы давно говорили, просто никак не получалось. Я считаю, что в Малгобеке, конечно, большой потенциал. Здесь чувствуется и интерес к шахматам, и культурный уровень очень высокий. Люди знают и традиции, и истории. Поэтому я очень надеюсь, что в будущем в Малгобеке будут шахматисты. А здесь в школе, конечно, прекрасные условия. Поэтому будем надеяться, что и чемпионы будут в этой школе. В завершении встречи участники мероприятия сделали памятное фото и наградили грамотами тех, кто в качестве досуга выбрал шахматы, и тех, кто помогает учащимся этой интеллектуальной игре. Хотел наградить педагога, который подготовил этот формат, который главное шагом в жизни нас эту всю активность создавал, помогал создавать. Это Сулейман Альфонсович. Без подарка не остался и сам гость. Руководство школы вручило ему сувенир, который очень скоро займет свое место на одной из полок с наградами знаменитого шахматиста. Мадина Пугоева, Рамазан Зурабов, Новости 24. Эрнест Инаркиев также приехал сегодня в Сунжинский детский сад «Старт в будущее», в котором провел мастер-класс юным шахматистам. Это, кстати, единственное в республике дошкольное учреждение, где обучают детей игре. Здесь проводит занятия с ребятами вице-президент Федерации шахмат в Ингушетии Тимур Гадабуршев. Сейчас вообще в России вводятся шахматы в школах, то есть, а если нам удастся такой проект, как шахматы в детские сады, то есть в школах у нас уже есть, мы в этом опережаем, а если в детских садах это сделать, то до школы ребята уже будут иметь какие-то хотя бы общие понятия о шахматах. Гроссмейстер Инаркиев будет курировать проект «Шахматы в детские сады», пока только обсуждающийся на уровне главы республики. Напомним, что в Ингушетии уже реализовывается программа «Шахматы в школы», благодаря которой дети начинают обучать этой игре с 2 класса. После мастер-класса чемпионам встреча завершилась совместной фотосессией и чаепитием.
Вы можете сами увидеть, что они садятся за доску и играют, в принципе, без педагога, то есть им это интересно, процесс увлекательный. Я думаю, что это хорошая идея, мы тоже подумаем, как ее можно правильно реализовать, в каком формате это должно быть. Но вообще это было бы здорово, если одной из игр в детском саду будут шахматы.